Завтра судный день эти мечети воюют этими соседями вокруг на 40 двор. Вокруг на 40 двор. Посмотрите, сколько дворов охватывает. Судный день скажет, на 40 двор, считается, они соседями. На 40. Все судный день будет жаловаться. На меня они джамаат не ходили. Внутри меня они арбадат не делали. Перед Аллахом будет жаловаться. Аллах скажет, это твои чечи не отнесут. Ты не мог с ним ахрат завоевать. 5 раз намаз делать, джамаат делать люди без хисаба. Это есть мост, который над Адам идет. Это как баркал хатик, как вадиш. Вот вай, как светит и уходит. Вот так они проходят, эти люди. 5 намаз джамаатом делают люди, вот так проходят. А это показывает, кто должны. Первые должны алими, будуны показывать людям. Если будун не будет один намаз ходить, 5 намаз не ходить, конечно, ходить не будет совсем неделю, один джума намаз пойдет, вага будет делать, людям говорят, сам не будет делать, сам не покажет первый. Имам должен, алим должен показать, когда где он живет, первые 5 намаз там участвовал, там иногда вахда делать, люди призывают хорошие, и говорят хорошие им, от плохого остерегать, показать должен алим. Имам должен пример показать, будун должен пример показать, алим должен пример показать. Конечно, мутахали тоже должны Кур'ан читать, пример показать. Джумаден первый пойти, они 2 часа, 1 час вперед пойти, взять сурату Кахфи читать, умершим Кур'ан читать должен он. Умирают старики, 5, 6, 7 дедушки, ждут от своих сыновей, особенно от мутахали, что придет для них. Им подарки надо отправить. Как вам нравится, когда праздник, когда вам подарки дает. Умершие тоже нравится, когда им Кур'ан идет. Когда умирает человек, раздеть, там что? 3 вещи остается. Что это 3 вещи? Когда хороший сын, там он закончил свою жизнь, хорошее деяние, плохое деяние, он закончил, когда он внутри могилы, оттуда ему сын, если будет отправлять без конца идет, ему саваб не отключается все равно. Если у него сын ничего нет. Первый сын. Второй что? Ильму, как если делал он. Третий что? Садакатун джария. Если надо учителя ильму учить, все эти ильму, когда амал делает мутаали, это ильму передается до судного дня, это мударису большой саваб идет, если он ради Аллаха делал. Не надо ради Аллаха поставить. Ли'аляй калиматилля. Вот тоже каждый мутаалим. Кур'ан нельзя бросать. Если вы алим, Кур'ан бросит, джахиль что будет делать? Когда алим, вы начнете кархат делать, джахиль начнет харам делать. Когда алим начнет харам делать, джахиль вообще от ислама уйдет. Вот так написано. Если алим будет правильной дороги, умирать на этом хак дороге держаться, джахиль, видишь, алим, как он держится. Валлах, я тоже не останусь от него, и он тоже начинает делать. Посмотрите Шамиля своим муридами, что они делали в горах. Как они стояли, как гора стоит, и так они стоят. И холод, и голод, и дождь, и ливой ветер, и эти как горы меняют, и меняют. Вот так мусульмане должны в исламе крепко держаться. Ничего время не должен менять его. Какой бы хал, какой бы разговор, какой бы что бы ни был. Почему я говорю? Кур'ана бросать нельзя мутаали. Когда Кур'ан читает, место, байтун музлим, черный дом, когда Кур'ан читает, туда и шайтаны смотрят. В черном доме что бывает? Шайтаны бывают, шайтаны собираются. Где дом Кур'ан читаете, шайтаны собираются. Где мутаали, где не бывает, шайтаны, и болезни появляются, и шайтана чего она обманывает. Когда Кур'ан читает, нур, как свет, как дом светит, от нура он боится, уходит, убегает. И алим должен, как светильник, как лампа, который все от него свет берет, алим должен светильник быть в исламе. Он должен читать Кур'ан. Когда он джумаден идет, в другое место все видит, все время видит. Когда мы мутаалиское время, я вам скажу, мутаалиское время мы, у нас маленькие Кур'аны не были. Иногда что Кур'ан наизусть надо читать каждый день, у нас будет 4-5 джуз бывало, когда молодое время. Притом коммунистическое время нельзя было показать Кур'ан. Мы не боялись тогда. Мы если Кур'ан поставили сюда, ходили. Аман Аллах. Был бы
вот такой ният был. И вот так, если кто-нибудь камрич, кто-нибудь мусульманин не хочет, который ислама видит, мусульманин алими, как раз тогда молодые люди были, мы показать хотели. Вот мы делаем, что хочешь делать. Ислам это наша религия. Но что я хочу сказать, алими, мутаали должны вперед 1 час пойти сидеть в мечети, Кур'ан читать. Иногда вот намаз время чуть вперед сидеть, 10-15 минут Кур'ан читать. Ну, как понимать, 4-й курс учится, идет в мечеть, собирается со всех наций, в одном городе сейчас много наций вместе живет, смотрит исламский университет, человек читает, а он там ничего не учит. Позорил наш медресе. Ну, так нельзя жить. Кур'ан хак есть. Если один раз в году 2 раза Кур'ан полностью не читать, у него хак не дает, не получает. Если человек сытый, не будет голодный, бывает. Вот так, как человек тело есть свой хак. Вот так же этого надо. Кур'ан тоже хак есть. Что судный день, что не воевал хозяина. Кур'ан воюет, мечеть будет воевать. Эти медресы тоже собраны. Здесь хороший ни'мат, баракат. Всем есть, всем видно. Но здесь все время проводить, играть. Это не слушать учителям, алима. Валлахи грех будет. Нельзя этого делать, ребята. Кур'ан это ключ на ильму. Вот когда эти дом заходит, вот эти дверь, или тот дверь, ключ на эти заходы, которые двери знаете. Кур'ан это дверь на ильму. Когда Кур'ан не читаешь, ильму не получаешь, забываешь. Ильму баракат не бывает. Внутри нур будет, в мечети нур будет, и в твоем доме нур будет. Это нур посвятит твоим родственникам. Ислам посвятит. Даже малайки вам будут смотреть на землю, у кого Кур'ан читает, и этому человеку, и этому дому. Если звезда светит, смотри, черное небо, туманное небо, посмотри, черное небо, звезды как хорошо горит, когда темно сильно. Вот так он, когда плохое время, если алимы будет Кур'ан читать, их сердце будет светить. Это Кур'ан нур. Это нур от пророка приходил, саллаллаху алейхи вассалям. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, первый ислам приходил время, он туда намаз, Кааба намаз ходил. Он первый его, Аллаху Та'ала поднял на Ми'радж, Сидратул Мунтаха, когда поднял время, он пророк. Утром хотел рассказать людям, что он в Ми'раджи был, на небе был, в Байтул Мукаддасе был. Он хотел рассказать, действительно он в Ми'раджи был. А что говорит, Умахани жене говорит, я Расул Аллах, я Аллаха Расул посланник, ты пойдешь, такие сильные кафир тебя убьет, говорит. Нет, я Аллаха боюсь, другого не боюсь. Он не хотел давать, цепляйте ему, ударил руку Умахани, отпустил руку. Это время Умахани говорит, ты вышел такой нур, говорит, который, наверное, светит. У меня, говорит, Аку убирал это нур, говорит. Вот такой нур проходил, прошел пророка. Это пророка нур у мумину в сердце бывает. У пророка нур Кур'ана, через Кур'ана, это через пророка у нас, который Кур'ана нур, который бывает. Даже когда один буква, один бумага Кур'ана на землю падает, если туда наступает нога, Аллаху Та'ала быстро малайку отправил бы его, не смыл бы, не убрал бы его нур, говорит, этот человек сразу на место Аллах стал. Аллаху Та'ала все рахму делает, нам это его нур, его убирает. Кур'ан, каламуллах иль-кадим, Аллахом разговаривает. Кур'ана держит, ислама держит, Кур'ана держит, Аллаха держит. Кур'ан наши, которые без него ислам нету, Кур'ан читать надо, ребята. Такие вы на земле возьмем, в одном Турции 4-5 тысяч хафизов выходит каждый год. Мы слабые дагестанские алимы. Мы считаем самые хорошие, мы в мире такое место, да, самые слабые места, не хорошие. Должны были хорошие быть. Потому что Шамиль, когда имя вспоминаешь в Турции, например, все они останавливаются. Если Шамиль трогает, хотят его убить. Не трогай Шамиль, говорит. Такой, его есть такой авторитет. А мы что делали? Эти авторитеты наши следующие, наши